Ну а на этом у меня все. Увидимся в следующих обзорах. Друзья, всем привет! Меня зовут Тахир, я продакт-менеджер бренда Havail. А это новый Havail H6. Пойдемте расскажу, какие изменения в нем произошли. Основные изменения в дизайне у нас произошли, конечно же, в передней части автомобиля. У нас теперь полностью новая решетка радиатора. У нас изменились фары. Теперь каждый блок фара состоит из 23 светодиодов. Фары стали светить дальше и ярче. Также бросаются в глаза вертикальные дневные ходовые огни. Они также светят намного ярче, что видно даже в солнечный ясный день. В экстерьере у нас также претерпели изменения и колесные диски. Теперь они стали 19-дюймовые. Длина автомобиля увеличилась на 50 мм и равняется 4703 мм. Колесная база осталась прежней, равняется 2738 мм. В задней части основные изменения претерпели фонари. Теперь они стали раздельными, полностью светодиодными, и исчезла горизонтальная планка. Также у нас видоизменился задний бампер. А теперь пройдем к техническим особенностям. На выбор доступны два 4-цилиндровых турбированных двигателя. На 1,5, на 2 литра соответственно. Мощность полуторалитрового двигателя составляет 184 лошадиных силы, который выдает 275 ньютон-метров. Ну а самый интересный момент — это 2-литровый двигатель. Он теперь с индексом 4N20A. И основной момент здесь то, что от прежнего двигателя здесь остался только блок. Двигатель полностью переработан, оптимизировано сгорание топлива, улучшена экономичность и улучшена динамика. 2-литровый двигатель выдает 238 лошадиных сил и 385 крутящего момента. Также гордостью нашего бренда является то, что с 2-литровым двигателем отныне доступна первая в мире 9-ступенчатая роботизированная коробка передач с 2 мокрыми сцеплениями. В салоне у нас тоже очень много изменений. Об этом поподробнее я вам сейчас расскажу. Первое, на что стоит обратить внимание, это у нас новый руль. Он стал толще, есть приливы для естественного хвата. В дальней дороге это станет намного комфортнее. Также вы, наверное, заметили, что у нас увеличился экран мультимедийной системы. Его диагональ составляет 14,6 дюйма. Ну и, наверное, многие обратили внимание, что у нас теперь здесь нет селектора. Селектор переключения передач у нас переместился на подрулевую колонку. Это позволило освободить здесь место. У нас здесь расположился площадка для беспроводной зарядки. Она стала больше, мощнее. Мощность составляет ее 50 Вт и имеет функцию охлаждения. Справа от нее здесь у нас 2 подстаканника и небольшой отсек для различной мелочевки. Для нашего рынка сохранились физические кнопки для быстрого доступа к климатической установке. Климатическая установка у нас двухзонная. Передние пассажиры могут выбрать комфортную для себя температуру. Есть подогревы в 3 уровнях и вентиляция. К слову о вентиляции, в рестайлинговой версии у нас увеличилась площадь вентиляции, и воздух в спинках отныне втягивается в кресло, тем самым исключая риск переохлаждения спины. Также у нас теперь доступен голосовой помощник, который знает более 40 команд. И его отличительная особенность то, что он распознает пассажира и водителя. К примеру, если пассажир говорит: настрой мне температуру, либо включи подогрев или вентиляцию, сделает он именно с той стороны, откуда идет команда. Ну, к примеру, можем открыть люк, используя голосовой помощник. Hi, Great Wall, включи вентиляцию сидений. Хорошо, включу вентиляцию сидений. Это значительно увеличивает безопасность и комфорт во время поездок. И компания Havail, конечно, обращает внимание на тот рынок, в котором присутствует. И у нас теперь доступен казахский язык.
Цифровая приборная панель 10,2 дюйма. Она изменилась в дизайне и вшиты в нее основные показатели бортового компьютера. Также для удобства и безопасности поездок у нас есть проекционный дисплей. В рестайлинге он стал больше и равняется теперь он 9 дюймам. Также в нем доступны подсказки с навигатора. И мультимедийная система у нас теперь подключается к Apple CarPlay и Android Auto по беспроводному протоколу. Ну и, конечно же, инженеры подумали о системе активной и пассивной безопасности. В этом плане автомобиль очень хорошо оснащен. Здесь есть система стабилизации от компании Bosch версии 9.3 и полный набор систем ADAS. То есть это автоматическое торможение. Также автомобиль распознает пешеходов и велосипедистов. Система мониторинга слепых зон, удержание в полосе, предупреждение о выходе из полосы. Система распознавания дорожных знаков и ограничения скорости в режиме круиз-контроля. К слову, он здесь адаптивный с функцией интеллектуального круиз-контроля, когда автомобиль может следовать строго по разметке и распознавать, как я уже говорил, дорожные знаки и в случае ограничения предупреждать их на приборной панели. По пассивной безопасности у нас здесь 6 подушек безопасности, причем боковые шторки, они цельнотканные, и в данной модели предусмотрено их более длительное наполнение в случае, ну, не дай бог, переворота автомобиля. В целом кузов автомобиля выполнен на 71% из высокопрочной стали. Это позволило значительно улучшить конструкцию автомобиля, тем самым ее облегчив. Задний ряд предлагает достаточно много места. Здесь без проблем разместится 3 пассажиров. Для их удобства есть воздуховоды, климатическая система, 2 порта для зарядки смартфонов и предусмотрен подогрев задних сидений. Бывает так, что вы подходите к машине, а ваши руки заняты. Воспользуйтесь ногами. Шторку можно сложить, либо вовсе убрать. Объем багажника 560 литров, но если вам этого мало, можно сложить спинки, у вас получится абсолютно ровный пол, и объем увеличится до 1489 литров. В подполе у нас расположено запасное колесо в форме докатка. В максимальных комплектациях у нас имеется буфер, набор инструментов и небольшой органайзер. Ну а на этом у меня все. Увидимся в следующих обзорах.